Наш эфир начнем с брифинга отделения Социального фонда России по республике об изменениях в выплатах единых пособий. С начала года отделение Социального фонда России по республике Саха-Якутия оформило единое пособие родителям более 100 тысяч детей. На эти цели перечислено семьям порядка 15 миллиардов рублей. В этом году расширено право многодетных семей, родители 3 и более детей сохраняют пособие, если за время выплат доход семьи увеличился, превысив допустимый предел не более чем на 10%. С 21 июля вступили в силу новые условия назначения, которые позволяют точнее определять право на выплату и дают поддержку более адресной. Уход за нетрудоспособным гражданином признается уважительной причиной отсутствия доходов, либо их получения в размере ниже 8 минимальных размеров оплаты труда только при условии подтверждения родственных связей. Ранее подтверждение факта родства не являлось обязательным требованием. Новое правило действует при уходе за инвалидом первой группы, человеком старше 80 лет или престарелым, которому по заключению врача необходим постоянный посторонний уход. Факт и период ухода, как и прежде, оформляется в отделении социального фонда. После подачи заявления заявитель обязан подтвердить родство документами, свидетельство о рождении или браке, подойти в клиентскую службу требуется. Например, для ухода за бабушкой супруга потребуется свидетельство о браке, свидетельство о рождении супруга и его родителя. Если уважительные причины отсутствия дохода действовали 10 и более месяцев расчетного периода, требование к минимальному доходу не применяется. При меньшем сроке доход рассчитывается пропорционально количеству месяцев, уже без уважительной причины. Изменился и порядок проверки места проживания. Если ранее проверка проводилась только в случае, если прожиточный минимум в регионе подачи заявления был выше, чем в регионе предыдущего назначения, то теперь проверяют все заявления, поданные по месту пребывания или фактического проживания, независимо от величины прожиточного минимума. Большинство сведений отделения Социального фонда по республике Саха-Якутия проверяет самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия, и если подтвердить проживание автоматически не удалось, заявителю потребуется представить договор найма жилого помещения либо справку из детского сада, школы, колледжа или вуза, который посещает ребенок. После подтверждения места пребывания или фактического проживания заявление рассматривается по общим правилам. Далее переходим к выпуску новостей. В студии Петр Васильев. Коротко о темах. Обеспечение топливом арктической зоны является одним из приоритетов северного завоза, в том числе уже полностью выполнены поставки для Оленевского района. Вместе «Только вперед» 120 молодых педагогов собрались на одной площадке, чтобы обменяться опытом, получить новые знания и найти профессиональное вдохновение. Наш квартал своими руками в преддверии Дня села в Бердикестях стартовала акция «95 добрых дел». Обеспечение топливом арктической зоны является одним из приоритетов северного завоза. В этом году необходимый объем нефтепродуктов для Арктики сформирован и отгружен в полном объеме. В первую очередь были обеспечены районы, где топливо является основой жизнедеятельности для работы котельных, социальных объектов, предприятий ЖКХ, транспорта и населения. В том числе полностью выполнены поставки для Оленевского района. Создан необходимый запас, который позволит стабильно пройти предстоящий отопительный сезон и обеспечить потребности жителей. Порядка 4000 видов медицинских исследований, рекомендаций от врача. В столице республики открылся новый диагностический центр «Хеликс». Подробнее о том, как устроена его работа и куда отправляются анализы для получения точных результатов, расскажет Анастасия Пуляева. Открывшийся филиал стал частью масштабной сети, работающей в 250 городах России и стран СНГ. Ежемесячно в лабораториях компании проводят около 6 миллионов исследований. Теперь к этой системе подключился и Якутск. Отсюда полученный биоматериал отправляется в крупный сибирский лабораторный комплекс. Клиент приходит сдавать анализ, у него производится забор.
Оформляется заказ, далее приезжает курьер в определенное время, ежедневно забирает анализы, и далее они транспортируются в лабораторию Новосибирска. Анализы проходят сложный преаналитический этап, да, который не свойственен для каждой лаборатории, а вот именно для некоторых лабораторий, которые имеют международную сертификацию. Чтобы результаты были точными, подготовка начинается еще в процедурном кабинете или прямо на дому у пациента. В зависимости от типа исследования пробирки центрифугируют, охлаждают или помещают в специальные контейнеры с нужным температурным режимом. Всем тонкостям медсестер обучают в ходе индивидуального обучения от компании. В принципе, включает в себя очень много таких вот параметров, как правильный забор крови, соблюдение санэпидрежима. Очень много у нас на данный момент будет анализов. Очень, как сказать, много достаточно выбора для человека. Внедряются современные методы. Результаты анализов приходят на электронную почту или в мобильное приложение, где можно отслеживать динамику показателей и добавлять профили близких. Кроме того, для льготных категорий граждан в центре предусмотрены социальные скидки и программа лояльности. Анастасия Пуляева, Артумен Наговицын, Якутск. Центр лечебной педагогики «Освободетство», функционирующий в Москве, представляет собой одну из первых в России негосударственных организаций, предоставляющих всестороннюю поддержку детям и взрослым с различными нарушениями развития. Эта организация является активным участником проекта, финансируемого фондом президентских грантов, в рамках которого специалисты центра проводят детальный анализ и мониторинг ситуации, связанных с обеспечением качества жизни лиц с психическими отклонениями в различных регионах страны. В эти дни делегация центра побывала в Вилюйске, где эксперты посетили специализированный дом-интернат имени Кэт Марсден, а также ознакомились с работой семейного МФЦ и реабилитационного центра детей, пожилых и инвалидов. Наш интерес, конечно, связан с тем, что хочется понять, как организована работа в разных регионах, увидеть какие-то лучшие примеры того, что происходит, как-то, может быть, этот опыт передавать, рассказывать, вот тут рассказывать опыт других регионов, наоборот, в других регионах рассказать, как у вас тут в Якутии. И, ну и, может быть, содействовать какому-то изменению, мы стараемся, изменению законодательства, нормативной базы на федеральном, на региональном уровне. А что касается каких-то таких вот общественных вещей, то кажется, что должны регионы друг с другом делиться своими результатами, и это, наверное, очень полезно. В Амгинском районе начались восстановительные работы памятника истории и культуры «Восьмигранный дом с бойницами», который принадлежал зажиточному скотоводу Павлу Новикову. Восстанавливаемый объект представляет собой редкий образец оборонительного зодчества середины XIX века. Сейчас специалисты завершили работы по закладке оклада. Есть документы, по которым данный дом восьмигранный, он был не один. То есть к нему еще и был пристроен высокая башня, примерно 3,5-4 метров высоты. И если бы мы продолжили работу, при правильной работе с архивами, мы могли бы в последующих годах восстановить этот данный объект. Поэтому изучение продолжается. И думаю, что этот почин Амгинского улуса, амгинского наследия мы должны распространить и на Мегино-Хангаласский район, и на Чурапчинский улус, и дальше. В преддверии Дня села в Бердигистях стартовала акция «95 добрых дел», приуроченная к 95-летию горного улуса. Акция проводится с целью улучшения санитарно-экологического состояния и эстетического облика села, а также вовлечения жителей всех возрастов в практическую деятельность по благоустройству родного села. Особое внимание уделяется формированию культуры добрососедства и ответственности за свою территорию. Акция проводится под девизом «Наш квартал своими руками». Мы находимся на объекте на сквере «Я люблю горный». По счету у нас 17-я акция идет. Благодаря таким усилиям наши жители активно участвуют в этой акции. И мы всех призываем активно участвовать в этой акции. 120 молодых педагогов собрались на одной площадке, чтобы обменяться опытом, получить новые знания и найти профессиональное вдохновение. В Якутске проходит слет молодых педагогов «Вместе только вперед». Участников ждут образовательные и командные активности, страт-сессии и нетворкинг. Одним из центральных блоков мероприятия стали мастер-классы.
Педагогам предлагалось выбрать из 4 актуальных направлений, среди которых поиск внутренних ресурсов, профилактика эмоционального выгорания, работа с родителями, геймификация в образовательном процессе и публичные выступления без страха. Я работаю учителем русского языка и литературы уже 8-й год. В этом году я переехала в город Якутск. Преподаю в старших классах с 5 по 11 класс. И сегодня я впервые на таком мероприятии для молодых педагогов. Я очень воодушевлена, вдохновлена и жду от этого мероприятия новых знакомств, новых идей и творческого вдохновения. Главное – это любовь к детям, и они все это чувствуют. Дети все очень чувствуют, если ты любишь свою работу, они тоже будут любить твой предмет. Это очень важно для работы учителя. 7 ветеранов боевых действий, 1 член семьи погибшего военнослужащего представят Якутию на Всероссийском форуме «Вместе победим» в Москве уже в конце августа. При содействии филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе с начала года проведено свыше 260 патриотических, спортивных и мемориальных мероприятий с охватом более 15 тысяч человек. В рамках всероссийской акции «Служу Отечеству», организованной совместно с Российским обществом знания, ветераны спецоперации проводили урок мужества в детских загородных лагерях. Занятия прошли во время учебно-тренировочных сборов студентов на базе Якутской кадетской школы-интернат. В настоящее время филиалом фонда совместно с автономной некоммерческой организацией «Сердца солдатских матерей» готовится к отправке и обрабатываются 11 заявок ветеранов спецоперации на участие во Всероссийской премии «Возвращение» по 10 номинациям. Филиалом фонда продолжается работа по вовлечению ветеранов боевых действий и членов семей погибших участников специальной военной операции в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи, увековечение имен защитников Отечества, а также в культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Сегодня в Усялданском районе к 70-летию со дня рождения почетного строителя России и Республики мецената Михаила Готовцева представлена книжная, фотографическая, а также виртуальная выставка «Лидер, объединивший поколение», рассказывающая о его жизни и деятельности. На средства, выделенные Михаилом Романовичем в 2021-м, было построено здание местной библиотеки, которое носит его имя. Сейчас библиотека является центром проведения разных массовых мероприятий, встреч и общения односельчан. АТ-центры могут стать площадками для киберспортивных состязаний Якутии. Вопрос обсудили на встрече министра инноваций республики с председателем Федерации компьютерного спорта региона Баиром Дамдинджаповым. Сегодня в районах Якутии действует 21 АТ-центр, который потенциально может использоваться для проведения тренировок, отборочных этапов и киберспортивных соревнований. Кроме того, представители ведомств обсудили перспективы проведения киберспортивных турниров в рамках 9-х спортивных игр народов Якутии, которые пройдут в Нюрбинском районе. Предварительно рассматриваются такие дисциплины, как Counter-Strike и футбольные симуляторы. Отборочные этапы планируется проводить онлайн. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.